Сегодня в рамках Дня семьи, любви и верности рады приветствовать вас на торжественном открытии второго съезда родословия народов Республики Саха-Якутия Төрүччү-Төлкөтөн. Всем желаю хорошего настроения и плодотворной работы. Спасибо. В 2018 году здесь открывали первый съезд. Он открывался по инициативе, как говорится, народных масс. Сегодня на втором съезде мы подводим в целом десятилетний этап нашей работы по составлению родословных наследов. Началось все у нас в 2013 году, когда мы организовали Институт родословия и этнологии народов Севера в республике. Провели в 2014 году круглый стол, конференцию по родословию, где участники конференции высказали о проведении съезда. И в 2018 году был проведен первый съезд. Второй съезд у нас проводится уже во исполнение распоряжения нашего главы республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева. Основные задачи – это сохранение то, что у нас имеется, в перевод это в электронную версию, чтобы у нас единое родословие имели все наши наслега. Ну и, конечно, задача создания единой родословия Республики Саха-Якутия в электронном виде. Это даст основу для полного, очень всестороннего патриотического воспитания наших будущих потомков. А новое поколение уже совсем живут в цифровом мире. Идет массовая такая вот глобализация, когда все стирается. То, что мы работаем на сегодняшний днем, это, отходя от истории камчатских фамилий, мы переходим к истории якутских фамилий. У вас книга получилась, потому что она заставляет думать людей, копаться дальше уже. Когда взяли фамилию, там уже начинает свой род вот искать, да, в этих фамилиях. В прошлом году меня приглашали сюда на презентацию моих книг. Это было и в Национальной библиотеке, и в историческом центре. И это была моя первая встреча. Потом мы были в Дюфсю на открытии, вернее, на 160-летие открытия этой школы. Вот это, немножко посмотрел Усть-Алданский район. Потому что Якутск был как бы путеводной звездой, исторической путеводной звездой для открытия всего Северо-Востока. И в итоге вот, Якутия тогда, в общем-то, она дала все направления по экспедиционным. И по северу, по Ледовитому океану, и по Даурии. То есть это было как раз центровой такой частью нашей общей истории. Фамилия моего отца, моя Камила Советскую область. Там они их крестили, и там нет у них какого-то прямо прародителя казака, от которого вот прямо вот все и пошло. Их крестили уже этой фамилией. Согласен, но я об этом у меня как раз и говорится. Но у вас вот проводится параллель, как будто вот каждый казак оставил после себя потомки, и вот все население Якутии. Нет. Теперь это вот носит их. Вы невнимательно прочитали первую часть. В первой части говорится, говорится о том, что огромное количество фамилий получено при крещении от казаков. Да? Казак шел крестным отцом. Вы правы абсолютно здесь. Казак шел крестным отцом. Надо сказать, что вот если брать ту тему, которой я занимаюсь, да, история фамилий, то мы видим обозначение этих фамилий, якутских казаков, то есть конкретно городовых якутских казаков ко всему Дальнему Востоку. Весь этот регион был освоен из Якутии. И самое главное, что эти родовые, так сказать, части этой большой истории, они остались и сохраняются, но связь утеряна. И вот наша сегодняшняя задача – это как раз воссоединение этой связи. Почему наш проект, который мы предлагаем, это Якутия, Россия, 400 лет вместе, связь времен и народов. Вот мы должны связать времена и народы. И я здесь, кстати говоря, хочу в Якутии отметить свой день рождения. Спасибо. Пожалуйста. С днем рождения. Наступающим. Наступающим. Спасибо. К работе составления родословия очень активно подключилась библиотечная система.
и библиотекари сегодня являются одними ключевых на селе, потому что Национальный архив передал в систему Национальной библиотеки перепись 1927 года, и сегодня любой житель может, не выезжая и работая в архивах, составить свою родословную, сидя в своей библиотеке до 5-6 колена. Поэтому наш съезд второй проводится под таким же названием, и сегодня вырабатывает уже новые подходы вовлечения все большее количество людей, общественности к составлению родословных. Я желаю не только участникам съезда, всем жителям нашей республики, чтобы, составляя родословную, каждый осознавал, что это личное дело каждого, каждой семьи. И то, что мы сделали, это, конечно же, обязательно поможет нашим будущим потомкам.